Дана, слышно, да? Ал енді бастайық. А, Саламатсыздар, құрметті вебинарға қатысушылар. Мен есімім Бауыржан Айтқұлов, осы Қазақ Инвест компаниясының жобалар департаментінің директоры боламын. Мынау инвесторлардың көптеген сұранысы бойынша осы бүгін жер қойнауын пайдалану бойынша вебинар өткізіп жатырмыз. Мынау Қазақ Инвест алаңында өнеркәсіп және құрылыс министрлігімен бірігіп жер қойнауын пайдалану учаскелеріне инвесторлардың аукционға қатысу мүмкіндіктері, ережелері, талаптары инвесторге қойылатын, солар бойынша бүгін талқылаймыз. Және мынау жер қойнауын пайдалану учаскелері бойынша қысқаша мәліметтер айтылады. Сіздерге мүмкіндік, сұрақ қоюға мүмкіндік беріледі. Бүгін бізде мынау министрліктің атынан жер қойнауын пайдалану департаментінің басшысы келіп отыр, және ұлттық геологиялық қызметінің әріптестері келіп отыр. Солар бүгін сіздерге осы вебинар бойынша анықтама береді. Және де осы бүгінгі вебинардың модераторы Жақсылық Хасенов, біздің осы Қазақ Инвест компаниясының жобалар менеджері болып келеді. Сол бүгін өткізеді. Ал бастайық, онда Жақсылық, сөз сізге. Коллеги, кто слушает вебинар на английском языке, прошу вот в правом нижнем углу нажать на интерпретацию и выбрать английский язык. Can you say English also? Okay. Спасибо. Меня зовут Хасен Жақсылық, я являюсь проектным менеджером по проектам методического конкурса компании «Инвест». Наша компания является 100% государственной компанией. Наша основная функция – это поддержка и помощь зарубежным инвесторам по адаптации в Казахстана, по ведению их деятельности. Ввиду своей деятельности в адрес Казахинвест поступало множество запросов по проведению, как вообще проводится аукцион, как получается лицензия на разведку и добычу твердых полезных ископаемых. И в связи с тем, что 12 июня на сайте Министерства промышленности и строительства было опубликовано извещение о проведении аукциона, о начале приема заявок на аукцион по добыче твердых полезных ископаемых, мы решили провести сегодня данный вебинар. Сегодня у нас к нам присоединился директор департамента недропользования Министерства промышленности и строительства, это компетентный орган по выдаче лицензий, Кушумов Алмаз Султанович. И по вообще как будет порядок и по правилам самого аукциона, как он будет проводиться, какие документы необходимо представлять, я думаю, подробнее сейчас расскажет Алмаз Султанович. Вам слово. Да, добрый день, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Но прежде чем приступим мы к вопросам проведения аукциона, я бы хотел вкратце рассказать о той работе, которая проводится Министерством промышленности и строительства по вопросам недропользования. Значит, все вы знаете, что Казахстан богат ресурсами. Мы занимаем первое место в мире по вольфраму, свинцу и цинку 5-е место в мире, по меди это 12-е место. В общей сложности государственный учет ведется по 113 видам полезных ископаемых. Госбалансом учитывается более 9 тысяч месторождений. Для обеспечения транспарентности и конкурентного доступа к недрам проведена законодательная реформа с ориентиром на горнорудную модель Западной Австралии. В 2018 году был принят кодекс о недрах, и в рамках реформы был внедрен общий порядок получения лицензий на разведку. По принципу первый пришел, первый получил. Значит, с января текущего года осуществлен полный переход на стандарты отчетности по запасам КАЗРСИ, КРИСКа, по новым месторождениям. При этом сохранено функционирование Государственной комиссии по запасам по действующим объектам недропользования. Также необходимо отметить, что вся территория страны она полностью открыта для частных инвестиций. Предоставление права недропользования увеличилось в 4 раза в сравнении с периодом 1991-2018 годы.
Частные инвестиции в геологоразведку за период с 2018 по 2023 год составили порядка 436 миллиардов тенге. В 2023 году объем частных инвестиций более 100 миллиардов тенге, что в сравнении с 2018 годом. Также необходимо отметить, что мы с 2022 года, с ноября месяца, внедрили единую платформу недропользования Minerals Gov.kz. На сегодняшний день право недропользования на разведку или добычу можно получить онлайн. С прошлого года мы проводим электронные аукционы на цифровой платформе eKazna.kz. Необходимо отметить, что мы провели 2 аукциона, значит, 74 лота в августе и в декабре. Участвовали крупные иностранные и казахстанские компании. Те меры, которые министерство предпринимает, они уже привлекли крупные иностранные компании в геологоразведку. Значит, и мы 12 июня, вот как коллеги отметили, 12 июня опубликовали 23 месторождения. Это уже те месторождения, которые имеют балансовые запасы. Значит, там у нас золото, уголь, полиметаллы и другие полезные ископаемые в разных точках Казахстана. То, что касается порядка проведения аукциона, значит, нами сформирован уже участки на добычу ТПИ. Мы известили о проведении аукциона 12 июня. Вы можете ознакомиться на сайте Министерства промышленности и строительства, также в печатных изданиях. То, что касается доступа к геологической информации, все участники аукциона получают свободный доступ. Это можно сделать в Национальной геологической службе. Регистрация участников. Значит, регистрация участников проходит на веб-портале eKazna до начала аукциона. Это обязательное условие для всех. Проведение аукциона. Аукцион пройдет 12 августа 2024 года. Он начнется со стартового размера подписного бонуса и будет продолжаться до тех пор, пока один из участников не предложит максимальную цену. Тот победитель аукциона, который предложит наивысшую цену за месторождение, он позже получит лицензию на добычу. Но необходимо будет пройти обязательные процедуры согласования экологического и промышленной безопасности. Но у меня вкратце все. Если вас интересуют какие-то другие вопросы, которые я не успел значит, прокомментировать, вы можете сейчас озвучить, и мы готовы ответить. Спасибо. Уважаемые коллеги, если вот, у вас есть какие-то вопросы, вы можете их писать в чате, в вкладке, где вы можно будет писать эти вопросы, мы их в конце ответим. Спасибо большое, Алмаз Султанович, информацию. Следующим мы предоставим слово коллегам из Национальной геологической службы. Они вкратце расскажут, какие участки будут на аукционе, краткое описание этих участков по видам металлам, по запасам, по координатам и вообще как передается геологическая информация по данным участкам. Национальная геологическая служба является у нас национальным оператором по сбору и хранению геологической информации. И я думаю, подробнее коллеги сейчас поделятся по участкам, которые представлены на аукционе. Слово представляется Гульнар Даулетовне, директору департамента единого кадастра Государственного фонда недвижимости. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Нами представлены участки, которые мы воплотили в тизерах. Это Здесь дана краткая геологическая характеристика по месторождению, и картографы у нас просмотрели на свободность территории, то есть дают и картограмму, и наши запасы. Запасы из государственного баланса, из государственного учета. То есть мы говорим компонент, единицы измерения и запасы каковы. Месторождения у нас различные, золотые месторождения, но мы не можем говорить, что это чисто золотые, кроме россыпи там одной. Так как они все комплексные, они сопровождаются еще компонентами, которые сопутствующими компонентами. У нас здесь есть и волластонит, и камни, и уголь, и цветные камни, борные руды. Поэтому, что интересно, все тизеры вот опубликованы, они есть, можете посмотреть. Если какие-то интересуют, можете задать вопросы.
Просто они будут же каждый раз. Да, друзья, напоминаю, что вы можете писать себе вопросы. Мы обязательно отвечим. Также я думаю, коллеги, поделитесь информацией, как вообще будет передаваться информация геологическая. Слово представляется Абдусалимовой Эмилии, исполняющей обязанности директора департамента по представлению геологических. Добрый день, коллеги. У нас услуги по предоставлению геологической информации, квалификации известных это открытие по запрашиванию информации, соответствующей по территории, либо по участку, по характеристичной первичной геологической информации и справочные продукции, это справочники по видам полезных ископаемых разных, как КП, ОПИ, как УГС, и пакет геологической информации. Если вкратце я буду останавливаться, как мы должны заполнять, как мы должны получить материал, это сначала вы даете заявку на электронный адрес офиса, это дело собаки.ру.кз, с указанием желаемой услуги, либо какой-либо продукции и наименованием полностью реквизита заказчика. Заявка обрабатывается и подается, направляется, получается, адресу исполнителю. Исполнитель проводит работу по нему, и в течение 5 рабочих дней вам отправляется расчет и предварительный расчет и счет на оплату. После представления заказчика зачетного поручения исполнитель предоставляет в течение 5 рабочих дней вам материалы. Если у вас будут еще какие-то вопросы, вы можете задать. Также хочу напомнить, да, что вся информация, включая изучение, слайды, сам порядок проведения аукциона, какие документы необходимо предоставлять, также требования к недропользователям, которые будут подавать заявку, оно все будет опубликовано на сайте Казахинвест по той же ссылке, где вы регистрировались на сегодняшний вебинар. У нас теперь вопрос-ответы, да, Жаксылык? Да, теперь у нас... Жаксылык, если разрешишь, у меня есть вопрос. Да, пожалуйста. Как раз пока мы ждем от наших коллег вопросы, вот, Алмаз Русланович, вы сказали, что в этом году в целом в добыче инвестора наши потенциальные могут участвовать онлайн. Здесь мы видим, что вот сегодня вот участвуют канадские компании, там Барик, вижу компании, там еще пару компаний. Могут ли компании, сидя, например, в том же Торонто, сидеть и подавать и участвовать на данном аукционе? Спасибо за вопрос. Для участия в аукционе необходимо создать компанию на территории Казахстана. Вот, онлайн заявки принимаются через единую платформу недропользователей minerals.gov.kz. Прием заявок начнется, значит, 24 июня, продлится месяц, то есть по 23 июля прием заявок будет осуществляться. Сам аукцион тоже будет проходить в электронном формате, сами торги, на платформе ekazna.kz. Сами торги будут проводиться 12 августа. То есть онлайн. Если Да. есть компания зарегистрирована в Казахстане, то наши инвестора, не будь там это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика, Турция, могут, сидя в офисе у себя, участвовать на данном аукционе. Да, все правильно. То есть и подача документов, и сами торги абсолютно в онлайн формате. Нет необходимости приезжать сюда и сдавать что-то наручно. Отлично. Алмаз Русланович, еще такой вопрос, это чисто технического характера. Если вот вопросы будут у инвесторов при подаче, у нас много иностранных компаний, которые могут недопонять, да, некоторые документы, как это сделать. Мы в рамках своей компетенции, конечно, можем им подсказать, но в случае, если будут какие-то технические, специфические вопросы, к кому мы можем обратиться, вот, дать, сказать, вот этот человек будет до августа, до проведения августа, будет отвечать на все ваши вопросы. Есть ли такая вообще командная группа у вас в департаменте? Есть ли ответственный человек? Да, вот как раз этот вопрос мы с коллегами обсуждали. Часто возникают вопросы по заполнению заявки, по документам, да. И чтобы этот процесс как-то нам, значит, в этом процессе обеспечить транспарентность, мы сегодня-завтра выпустим пресс-релиз на сайте министерства. Значит, алгоритм будет такой, что любой желающий может обратиться
посредством e-mail заполнить форму, указать, какой интересует вопрос, и указать дату. Мгм. Сейчас с нами пока что, значит, было согласовано либо это четверг, вторник, либо среда, пятница. Мгм. Какие-то из этих двух дат мы будем использовать для того, чтобы все желающие, кто хочет показать документы, так называемую консультацию, да, пройти в очном формате, Мгм. могут записаться и прийти. Вот как раз мой коллега рядом находится, руководитель управления предоставления права недропользования Мгм. Бахчан Тайжанович, Мгм. он эту работу будет возглавлять. Отлично, спасибо, спасибо. Еще такой вопрос. Мы все видели в информационных изданиях, что Министерство, департамент недропользования в целом есть проекты, более там 200 разных участков, и которые будут тоже выставляться. Как часто вы планируете проводить такие аукционы по, по разведке, там, по разведке либо добыче полезных ископаемых? Мгм. Какая у вас сейчас, будет ли следующая скоро, или вы каждый год по одному будете проводить? На самом деле, мы бы хотели чаще аукционы проводить, но любой аукцион, который объявляется, он проходит большую подготовительную работу. Мгм. Вот мы совместно с коллегами из Национальной геологической службы и с Комитетом геологии по отбору участков проводим большую работу в плане того, что есть разного рода ограничения. Вот на самом деле месторождений много в Госфонде, их более 300, которые сейчас Мгм. потенциальные, так сказать, да, месторождения, которые можно передать новым инвесторам. Но на сегодня не получается всех их выставить на аукцион. Мгм. Поэтому мы будем выставлять этапами. То есть это вот 23 месторождения, это только первый этап. Вторым, третьим этапом до конца года как минимум еще 2 аукциона планируем. Мгм. Значит, будут и крупные месторождения. Крупные месторождения, значит, с обязательствами по строительству перерабатывающего производства не ниже среднего передела. Условия Да, есть? то есть будут условия, и там, где мы видим, что месторождения небольшие, там дополнительных условий мы не выставляем по строительству перерабатывающего производства. Там, где крупные месторождения, мы, конечно, будем выставлять. Все, понял. Тогда мы будем ждать от вас новых извещений. И здесь еще один такой вопрос коллегам с НГС, Национальной геологической службы. Вот я инвестор, я заинтересовался участком. Я подаю вам заявку о пакетном каком-то, да, предложении, чтобы вы нам предоставили пакетные какие-то решения, да, документы. Это есть какие-то бесплатные пакеты или они все платные? Сейчас, когда вы подаете заявку, у нас все продукции они платные. Но если вы хотите ознакомиться, либо выбрать, какие вам нужны именно отчеты, то вы можете ознакомиться с первой книгой. Это тоже заявка, пишите заявку на ознакомление, и, получается, вас пригласят на этот же день, и после этого вы можете ознакомиться с этой книгой и делать в дальнейшем себе выборку, какие именно вам нужны отчеты. И посмотреть, как уважаемые, она подходит или нет. Эта процедура бесплатная. Окей. У нас есть тизеры 20 по 23 участкам. Там есть описание. Инвестору понравился участок. Он не в Казахстане. Ему нужно принять решение, сесть со своими геологами, определить участок, взять какую-то информацию. Это возможно, не приходя в офис НГС, сделать такую работу? Предоставить ему вот эту первичную книгу. Если это, например, инвесторы, то мы можем. Так как у них здесь должны быть свои представители, чтобы ознакомиться. То есть это какая-то книга, которая не должна выходить за пределы НГС? Окей, ага, понятно. А последующая уже более детальная информация будет представлена уже в рамках услуги, да? Да. Все, ну это да, это понятно. Окей. Дана, у нас есть Да, вот вопросы? позвольте, Ага. у нас тоже поступают вопросы. Тут я коллеги уточнил, наверное, вот, ответить на этот вопрос. То есть, если зарубежная компания не зарегистрирована в Казахстане как юрлицо, оно не может получить первую информацию. То есть, нужно зарегистрировать Казахстане юрлицо и уже обратиться через него, чтобы делать лишнюю информацию. Да, также у нас поступил один вопрос, так как у нас срок небольшой с даты приема заявки 24 июня и до 24 августа, да, в день проведения аукциона.
Сколько будет занимать по времени получения биологической информации? Вы какая-нибудь заявку подали? Вот, получается, они подали заявку на сайт общества. В течение 5 рабочих дней мы им отправляем предварительный расчет и счет оплаты. После, как недработатель оплачивает и отправляет нам платежку, он пойдет на получение, в течение 5 рабочих дней мы им отправляем на сайт. То есть стоимость будет зависеть от самого Объема. информации. В общем, 10 рублей. Понятно. Спасибо. Вопрос есть еще? Добрый день, Дима. Да, также у нас поступил вопрос, где можно посмотреть информацию по участкам, которые будут выставлены на аукционе. Ну, на этот вопрос, наверное, я сам отвечу. После завершения данного вебинара вся информация, включая порядок, правила, требуемые документы, потом краткая информация по тизерам, по участкам, также само извещение, эти все материалы будут опубликованы на сайте АО «Казахинвест» по той же ссылке, где вы регистрируетесь на данный вебинар. Всю информацию будет предоставлена. У меня есть рекомендации, да, больше такого. Так как вы говорите, что пакетные предложения предоставляются в течение 5 рабочих дней, а срок там аукциона и принятия решения там очень короткие сроки. Возможно ли, может быть, в следующем аукционе предусмотреть, если участок, обычно бывают там отчеты, да, основные отчеты, там 1 отчет, 2 отчета, плюс к ним какие-то карты. Сделать вам уже какое-то пакетное предложение, пакетное готовое предложение, да. Когда инвестор обращается, вы говорите, вот есть 2-3 основных отчета, которые были проведены в советское время или там в наше время, там есть к нему карты, оно стоит столько-то. И этот вопрос можно решить за 1 день. Тогда инвестору было бы легче, чем ждать там 5 рабочих дней с учетом наших субботы, воскресенья плюс праздничных дней, да? Тогда бы это было бы быстрее для принятия решения. Да, предусмотрите, пожалуйста. Я думаю, можно такие пакетные предложения подготовить и уже дать. Есть такое, да? Ну, отлично. Отлично. Еще есть вопрос у нас от коллег? Ну, если вопросов от коллег нету, хочу поблагодарить, да, всех сегодняшних участников за то, что присоединились к нашему вебинару, то, что предоставили подробную информацию. Коллеги, как я и сказал, вся информация будет представлена на сайте Казахинвест. И будем ждать всех 24 июня. Подавайте заявки, изучайте информацию. И дальнейшего успеха вам в получении лицензии на добычу. Спасибо, что присоединились. Все, Рахмет. Рахмет. Самым.